Сразу двойной праздник сегодня отметили в Намском Улусе. Сегодня началось строительство нового дома культуры в селе Намцы. И это будет не просто дом, а целый дворец. Сергей Михедов расскажет о судьбе Дома народного творчества и каким он станет через несколько лет. Дом народного творчества в селе Намцы построили в далеком 1956 году. И последний раз реконструкцию здесь проводили примерно 10 лет назад, после большого наводнения. Еще в 2016-м это здание признали аварийным и непригодным для реконструкции. Обшарпанные стены и набухший пол – только полбеды. Крыша может рухнуть в любой момент. И новый дом творчества нужен Намскому Улусу как воздух. Большой спрос на культурные мероприятия. Охват у нас где-то 3500 человек. И уникальность нашего Дома народного творчества в том, что у нас на данный момент действуют и работают 4 народных коллектива. Это ни в каком сельском доме культуры такого нету. Ранее нынешний руководитель Дома культуры Николай Жирков работал в администрации района. Своими силами организовали благотворительный марафон, в ходе которого удалось собрать более 1 миллиона рублей на строительство нового здания. Это и стало отправной точкой к началу проектных работ. Новое современное здание Дома культуры построят буквально в нескольких шагах от пришедшего в негодность старого сельского клуба. И это будет не просто здание, а целый многофункциональный центр, где практически каждый житель Намского Улуса сможет найти себе занятия по интересам. Кроме того, его возведут прямо напротив площади знаменитого уроженца Намского Улуса Максима Кировича Амосова. Более 5500 квадратных метров и 3 этажа для занятий творчеством и не только. Новый дворец культуры и духовного развития вырастет здесь совсем скоро. Сегодня забили его первую сваю. Строительство объекта реализует компания РДР Групп, а финансирует работу целевой фонд будущих поколений за счет пожертвований Алроса – 450 миллионов рублей. Проект не просто уникальный, а еще и многофункциональный. Будет включать в себя как зал на 400 мест, где можно проводить различные мероприятия с хорошей сценой. Кроме того, там будет библиотеки, будет выставка художественная, будет музей, будет ЗАГС. То есть он будет нести разные функции, и при этом я надеюсь, что он будет объединять людей. Новый дворец культуры и духовного развития обещает выйти за рамки сельского значения и станет центром притяжения всего района. Не обойдут вниманием и инновации. Например, у селян появится возможность практически вживую наблюдать различные культурные события из столицы России. Мы хотим открыть зал, где будут в прямом эфире показывать мероприятия, проходящие в городе Москве, театрах, музеях города Москвы, Санкт-Петербурга. Предварительные договоренности уже есть. Очень долгожданное событие. Многие поколения наших жителей ждали этого момента. Мы сегодня двойной праздник чувствуем, потому что все работники культуры и искусства нашего Улуса, в том числе и я, как ветеран культуры, очень рада, что присутствую на этом празднике. Ждать осталось недолго. По плану объект должны ввести в эксплуатацию в 2022 году. Как раз к 125-летию со дня рождения Максима Амосова, пожалуй, самого почитаемого уроженца Намского района. А пока местным жителям остается набраться терпения. Сергей Михедов, Илья Сыромятников, Намский Улус.